Ассаламу алейкум, витаю вас. 2025 года, 17 часов по Берлину, 18, соответственно, по городу Джохару. Друзья, я вас всех сердечно приветствую. У нас 34 градусов температуры сегодня. Жара очень такая сильная, но будем надеяться, что переживем эту жару. Ну, жара не только у нас, но и между Россией и Азербайджаном. Об этом и многом другом давайте поговорим. Сегодняшний свой стрим я назвал «Азербайджанцы убиты на России, ФСБшники схвачены в Баку». Стрим без цензуры. Всем тем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо в фашистской России, пожалуйста, беспокойтесь о своей безопасности, соответственно, и не пишите комментарии и не распространяйте ссылку на наш стрим. Лайки ставить и смотреть безопасно. Лайки я закрыл, никто не видит и так далее. Так, всех приветствую. И, как обычно, сообщение от Генерального штаба Вооруженных сил Украины. За прошедшие сутки ликвидировано и ранено 1110 российских боевиков. Еще бы один, и было бы 4 четверки. Ну, видимо, одного не посчитали. 2 танка уничтожено, 3 боевых бронированных машины уничтожено, 40 артиллерийских систем, 1 антиэркрафт система, 73 БПЛА сбито, 90 автомобильной техники и цистерн уничтожено. С чем я вас всех, друзья, и поздравляю. Далее. Приветствую всех, друзья, приветствую. Что думаешь насчет России и Азербайджана? Вот об этом давайте как раз я хотел и поговорить. Сегодняшний наш стрим как раз на эту тему. Но давайте я вам сперва сообщу основные моменты, которые произошли. По российской версии были проведены рейды, и за убийство Юниса Пашаева в 2001 году, то есть 24 года прошло, четверть века практически прошло, они там жили, никого их не трогали, а тут раз и вспомнили. Обычно это вот такие вот большие сроки, как бывший адвокат, как человек, который немножко разбирается в этой системе, могу сказать, что обычно такие вот старые какие-то преступления, висяки, которые так называемые висяки, которые у них имеются, они их реабилитируют, чтобы наказать или преследовать невиновного человека. Из этого мы исходим из того, что вот преступление, совершенное 24 года назад, исходим из того, что это заказуха, обычная заказуха. Следственный комитет РФ сообщил, что один из братьев предположительно умер от сердечной недостаточности, а причины смерти второго пока устанавливаются. Официально это российская версия. Официальные лица, включая пресс-секретаря Дмитрия Пескова, президента России Дмитрия Пескова, подчеркивают, пресс-секретаря президента России, подчеркивают, что действия правоохранительных органов были законными и связаны с раскрытием тяжких преступлений. Я могу сказать, что это на самом деле это законные действия для России. Для России сейчас просто вот за азербайджанцев заступиться нашлись азербайджанское государство, президент Азербайджана, поэтому это такой резонанс получило. Азербайджанские средства массовой информации об этом говорят. Каждый божий день они убивают чеченцев. Убивали, продолжают. Сейчас им нужно мясо на войну, поэтому они не убивают их, а возбуждают против них уголовные дела. Убивают тех, кто открыто сопротивляется им, не едет на эту войну. Уже были несколько случаев. А так, в принципе, они это делают, возбуждают дела и отправляют на войну, и там уже их убивают. Поэтому всегда Россия убивает, это их законные методы убийства людей. То, что погибло 2 брата, сейчас я прочитаю азербайджанскую версию, но перед этим скажу, что
И если два брата одновременно погибли, это значит, что их просто забили. Если бы умер всего лишь один человек, можно было бы сказать, что какой-нибудь взрослый человек, там болезнь сердцем была, там не выдержал, там захвата, там еще чего-то. Потому что сообщается, что около 50 азербайджанцев в один день, 27 июня, были задержаны. И если двоих братьев нет в живых, значит и дело 2001 года и все такое, все свидетельствует о том, что этих двух братьев просто убили, забили до смерти. Как они забивали сотни и тысячи людей в своих тюрьмах, в своих следственных изоляторах и так далее. Это абсолютно законно, абсолютно распространено. На России это норма. Понимаете, это законное, не зафиксированное просто в бумажном виде. Так, азербайджанская версия. Азербайджан настаивает, что братья Сафаровы были жестоко убиты, с чем я согласен, российскими силовиками во время задержания, что подтверждается экспертизой, проведенной уже в Баку. Результаты показали следы избиений, включая переломы ребер, кровоизлияние и повреждения внутренних органов, что указывает на посттравматический шок как причину смерти. Власти Азербайджана обвиняют Россию в ксенофобии, этническом насилии и беспределе силовиков. В ответ Баку отменил все культурные мероприятия с участием России, визит российской делегации и закрыл офис пропагандистского фашистского канала «Спутник». Непонятно, почему он до сих пор там действовал. Арестовав его сотрудников, Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту умышленного убийства. А СМИ страны усилили критику в адрес России и лично Владимира Путина. Ну, я вам скажу, что меня Ильхам Алиев приятно удивил. Удивил своей принципиальностью, удивил тем, что вот такая вот вещь. К азербайджанскому народу я всегда относился хорошо, а к Ильхаму Алиеву я относился всегда настороженно, потому что человек уже от отца передается власть. Это уже немножко не демократично, как мы понимаем. И многие рассказывают, что там вот эти методы, которые вот сейчас были, задержания разных, как говорят некоторые, Россия говорит, это айтишники, другие говорят, что это были люди, которые через Иран прогоняли наркотики и занимались наркотиками. Поэтому я полагаю, что либо для обмена на своих людей, которые задержаны в России, либо реально они причастны. Но нужно признать одно: эти люди были избиты. Избиты, и их сажали на корточки гусиным шагом, руки за голову, и снимают все это на камеру. Ну как, точно как это делают русские. Как это делают русские. Я считаю, что это неправильно. Это делать нельзя. Если мы говорим о правах человека, если мы говорим о справедливости, то нужно действовать не так. Может быть, это айтишники, может быть, это заложники. Я пока этого не буду ничего утверждать, потому что вот эти избитые лица вот этих россиян, они меня абсолютно не воодушевляют. Мне это как бы непонятно, абсолютно непонятно. Зачем унижать людей, если они даже занимаются наркотиками? Если они не занимаются наркотиками, их взяли для того, чтобы обменять на своих, ну тогда это вдвойне, это неправильно. А так, конечно же, само действие президента Ильхама Алиева, вообще само действие Азербайджана, конечно, заставляют, если вот не этот эпизод с избитыми людьми, вот, унижаю, это русские делают. Всегда это делают русские. И это не значит, что это мы должны делать, или мы должны это одобрять. Все остальное, ну, правильно. Аплодирую, аплодирую. Так. И я полагаю, знаете, людей побили, кого-то обменяли. У меня есть видео, где Ильхам Алиев так искренне, так по-дружески обнимается, здоровается с Путиным, когда шел геноцид чеченского народа, что я полагаю, что этих людей побьют, кого-то там, азербайджанцев, побьют, убьют в России, этих побьют, обменяют, и Путин с Алиевым
снова возобновят, или Россия, Азербайджан возобновят свои тесные отношения. Поэтому какой-то непонятный получается момент. Давайте почитаем ваши комментарии. Так, вор, ты, я смотрю, любитель этого дела. Молодец, так держать. Так, давайте почитаем. Шалом алейкум, Эркин, шалом, салам, брат Асна. Я думаю, наконец Азербайджан начал говорить все по факту. ФРФ это страна-террорист. Да, абсолютно, шалом, Эд, приветствую тебя, дорогой брат. Абсолютно с тобой согласен, и это меня радует. Меня еще, знаете, что радует? Никогда не думал, что я буду так этому радоваться, что Армения и Турция находят общий язык. Армения и Азербайджан находят общий язык. Мне это так нравится. Мы кавказцы, правда, армяне, они не считают себя кавказцами, они себя закавказцами, они как бы не с нами всегда были. Но все равно, как бы, соседи как-никак. И это очень радует. Радует, что эти люди наконец-то оторвались от этой фашистской России и, может быть, станут нормальными, цивилизованными нашими соседями. Без угрозы для нас. Без угрозы для нас. Это очень радует. В новостях пишут, что русские школы в Азербайджане закроют. Ну, я полагаю, что везде будут закрываться русские школы. Везде. Они тут особо не нужны. Привет, Акиф, привет. Так, у нас здесь первый претендент, короче. Почему-то все думают, что Азербайджан против России идет. Ну, как тебе сказать, как это по-другому? Я думаю, что какой-то, знаешь, какой-то такой демонстративный такой шаг. Посмотрим. Я думаю, что на России азербайджанцев будут притеснять. Не без всяких вот этих правовых норм, без гуманизма, без человечности. Просто будут избивать, там, отжимать бизнес сейчас, дадут команду. И они это будут делать. Их убили специально. Да, я тоже думаю. Я тоже думаю, Эркин, что их убили специально. По команде Путина, ты говоришь, да? Вполне возможно. Вполне возможно. Путин любит жертвоприношения. Покажи, где так делали русские, говорит Светлана Сатаева. Ну, Светлана Сатаева, я, конечно, я показал сейчас, у меня просто технически вам не очень будет удобно это показывать. Ну, вы откройте интернет. Ваша фашистская русня пропустила через концлагеря, так называемые фильтрационные лагеря, все мужское и часть женского населения Чеченской Республики Ичкерия. О чем, черт побери, вы говорите? Вам пример нужно доказать. Я вам вот на себе лично вам скажу пример. Мне было 19 лет. Я учился в Санкт-Петербургском государственном университете на втором курсе, или уже на третьем, на втором, по-моему, курсе. И я ездил к знакомым, чтобы выходить на связь с родителями. И у нас было время договорено, каждый месяц я ездил к нему, и туда звонили мои родители, этому человеку, которому я ходил, чтобы позвонить. И мы задержались, пока позвонила, там мама позвонила моя, потом моего друга мама позвонила. И мы допоздна задержались. И пока кушали, сидели там в гостях. И в 12 часов где-то ночи мы спешили на метро. Метро Пионерское называется, Санкт-Петербург. Вот мы бежали к этому метро, бежим, потому что нам еще переход делать. Мы жили на Добролюбово, Петроградская сторона. Нам нужно было еще переход сделать. Бежали, короче. И стоит мужчина пьяный, бич. Самый настоящий бич просто стоит. И он мне вот так рукой заграждает. А у него, оказывается, у другого с ним был напарник. У него с моим другом конфликт вышел. А я задержался, пока билет брал и так далее. Короче, долго рассказывать.
узнали, что мы чеченцы, ночью, хотя мы и студенческие имеем, и зачетные книжки у меня с собой была моя, ну все как бы у меня с собой было. Нас забрали в отдел, меня лично избивали, ну, до 5, до 6 утра. Тарасенко Александр Александрович его зовут, понимаешь? И никто никак не реагировал. И в этом пионерском, вот этом ОВД, до этого был еще один русский парень убит. Потом, когда разбирались, стало ясно. Это тебе просто один мой живой пример из моей жизни. Благодаря тому, что просто приехала в ту ночь проверка, и я был вызволен. Меня расстреливал он там же, там, пистолетом на лоб, там, застрелю, передергивал, избивали они все вместе прикладами, но я успел ему один раз ехать. После этого они меня уже прикладами. Вернее, я долго ничего не делал. Я говорил, не надо бить меня, я человек. Но потом, когда уже я понял, что где, я думаю, хотя бы раз ударю. Я ему ударил, я его ударил, и все, и после этого меня они там прикладами еще прошлись. Поэтому вот такая вот ваша фашистская русня, просто мой пример, не говоря уже про миллион чеченцев, которых вы просто концлагеря устроили и совершали зверство над нашим народом, понимаете? Нечеловеческие, людоедские, просто самые настоящие сатанистские зверства вы устраивали над моим народом. Понимаете? Поэтому я вот здесь сижу и об этом вам все рассказываю. А вы мне рассказываете про каких-то там, кто у вас делает там и так далее. Всех бьют, пытают, убивают, у кого сердце не выдерживает там. То, что током пытают, сколько я людей защищал, и как мне потом люди рассказывали, что их там током пытают, как их унижают, убивают, это просто, ну, об этом можно просто там отдельную науку создавать, как вы, какая-то там древняя, средневековая там церковь людей сжигала. Вы сжигаете, распыляете людей на минах, на бомбах противотанковых, взрываете трупы, полуживых людей избиваете их. Вы что? Вы самые, ваши спецслужбы, ваша армия, ваша банд ФСБ, это самые страшные вообще нелюди на этой земле. Понимаете? Это убийцы, это садисты самые настоящие. Садисты аморальные просто. Посмотрите на украинских военнопленных, которых возвращают, обменивают. Просто на их лица, на их вес посмотрите просто. Посмотрите на ваших, которых вам украинцы возвращают, и кого вы возвращаете. Посмотрите, как вы украинцу руку отрезали за то, что у него трезубец был на руке. Ну, это много можно что рассказывать. Это ваши военные, ваши генералы, ваши полковники прямо рассказывали. Понимаете? Прямо рассказывали. Прямо вот, по-моему, Шаманов это был, или Казанцев, по-моему, вот кто-то из этих людоедов это был. Причем, если когда мы говорим людоеды, вы не думаете, что мы как-то в русском понимании там жестокие, людоед, там аморальная просто сатанистская, садистская сволочь, кажется, о, там мы гордимся. Нет, мы презираем Шамановых, ваших всех Путиных, вот это все, вот это, мы их вообще не считаем, мы относимся к ним с презрением, как к дохлой скотине. Поэтому, чтобы вы понимали, что когда я говорю какие-то они людоеды, вы не понимаете, не думайте, что мы там как-то ими восхищаемся. Для нас это низость, это самое дно. Пытать людей, убивать людей, там, расчленять людей. Это нам не подходит, понимаете? И вот этот ваш какой-то там генерал, Казанцев, может это был, может кто-то другой, рассказывает, как какого-то они чеченца там взяли в плен, там воина, как его они забили, короче, у него уже ног нет, они ему ноги, видимо, отрубили лопатами саперными, как это обычно вы любите. И ему говорят там, типа, сдавайся, там, 3-10. И он подполз, говорит, и меня за ботинок укусил. Может, врет, а может, на самом деле, тот уже без силы, потому что мы, чеченцы, обычно не сдаемся. И может, он попытался ему показать, что он не сдался еще, даже без ног, обрубок там и так далее.
Представьте себе, это ваш генерал по телевизору у вас рассказывает. Он не говорит, что мы ему скорую помощь вызвали, там, или там, я не знаю, на уколы сделали, перевязали ноги ему, там, пытались его спасти и так далее. Этого близко даже разговора нет о каком-то гуманизме, человечности. Этого нет, просто нет этого, понимаете? В сознании нет у людей. Не то смотрит миллионы россиян, не тот, кто говорит. Просто у вас этого нет просто. Ни к нам, чеченцам, грузинам, азербайджанцам, украинцам. У вас этого нет к самим себе. К русским у вас этого нет. Как вы не понимаете? Понимаете? Вот такие вот дела. Давайте дальше. Все отлично. Тайные факты. Все отлично. Ва алейкум салам. Ва алейкум салам. Есть такая пословица: какой привет, такой ответ. Да, человек, я понимаю, что и азербайджанцы это сделали, потому что с их людьми так поступили. Я все это понимаю. Но я не могу это признать и принять. Этого мы не можем это делать. Даже если они были, знаете, мы здесь говорим без цензуры и абсолютно объективно. Пытаемся, по крайней мере, быть. Не всегда получается, но пытаемся. Если они занимались наркотиками из Ирана, почему, когда азербайджанцев задержали, их задержали? Я считаю, что вполне возможно они и связаны, а может и не связаны. И если они связаны, и они реально занимаются наркотиками, то будьте любезны, проводите их в следственный изолятор, проведите их в суд, дайте им 4 месяца предварительного заключения и пусть сидят, если есть доказательства. А брать для обмена этих на этих, не знаю. А для обмена даже если брать, то бить и пытать это неправильно. Никто не имеет права бить человека. Даже убить можно человека. Понимаете? Убить прописано. Полицейский может застрелить человека, если у него есть определенные обстоятельства, где он должен применить оружие, все такое. Он даже убить. У полицейского есть право убить человека. Но у него нет права пытать и избивать человека. Это касается и русских, и чеченцев, и азербайджанцев, и всех остальных. Вот о чем я говорю. То, что Россия заслужила, полный вперед. Есть посольство. Вытаскивайте из посольства, их всех кладите, все ФСБшники. Все до единого. Арестовывайте, берите в заложники как обменный фонд для своих азербайджанцев. Но если эти с наркотиками реально замешаны, то тоже задерживайте. Никаких вопросов. Это ваша страна. Например, если это азербайджанцам говорят, но пытать никто не имеет права никого. Бить, пытать нельзя. Как минимум, он их не убил, как это сделала Русня. Да, Русня, я уверен, она убила, целенаправленно убила его. Я считаю, что этих двоих людей. Они убили. Я согласен полностью. Зачем убивать, говорит, тайный факт. Я с вами полностью согласен. Это фашистская Россия. Я вам только что пример из своей жизни, из жизни своего народа вам рассказал. Это фашистская Россия. Для нас, для чеченцев, вы ничего нового не открыли. Вот эта ситуация для нас ничего нового не открыла. Мы знали это, мы об этом кричали, предупреждали, пока вы с ними нефть, газ, бизнес, свои разные торговые центры мутили, работали с ними. Мы истекали кровью и вас всех об этом предупреждали. Кто они? И украинцев предупреждали, и грузин предупреждали. Хотя грузины знали. Еще со Свята Гамсахурдия, Дудаев, они прекрасно все друг друга знали. И грузины в этом смысле самые правильно себя повели с первых дней. Ни Армения, ни Азербайджан не прерывали отношения с Россией. Какие-то ОДКБ, какие-то СНГ, МСНГ, все это было, мы это все знаем. И с 2014 года война в Украине идет. И опять же мы знаем, как Армения себя вела, как Азербайджан себя вел. Хотя нужно, опять же, неоднократно это говорить, потому что у чеченцев есть такая пословица: если ты не знаешь добро, которое тебе сделали, то ты не поймешь и зло, когда тебе сделают.
И в этом смысле нужно понимать, что азербайджанцы это очень нам близкие, очень нам братские народ, братские люди, которые как народ сопереживали всегда, всегда. Вот сколько я в своей жизни встречал, очень много общался, встречал, вели себя очень подчеркнуто, уважительно, подчеркнуто, сострадательно, скажем так, к нашей проблеме, к нашему горю. А над нами был геноцид. Не выдуманный, не какой-нибудь левый, фейковый, самый настоящий, полностью вот так перемалывали чеченский народ. Но его невозможно переломать, покорить. Убить можно, что угодно можно, но покорить нельзя. Поэтому большим уважением к азербайджанскому народу, с большущим уважением. Ну вот такая вот ситуация. К сожалению, фашистская Россия ничего нового не придумает, все как обычно. Информационной войне главный враг цензура. Салам, Аслан. Салам, дорогой. Салам, кот Кискин. Так, давайте я повыше. Аслан, ник свобода в бан, пожалуйста. Просто противно. Так, сейчас найдем. Сейчас мы это. Найдем ник свобода. Где у нас ник свобода? Он уже сбежал. А, вот он. Чечены не сдаются. Так, свобода. Будешь в бане свободным. Так, сейчас все туда вверх. Как ты после этого будешь смотреть в глаза своим землякам, говорит Буба-Боба. Да ты не представляешь, как меня мои земляки любят. Ты даже не представляешь. Я сам не ожидал. О чем мне смотреть? Спокойно смотрю. Наоборот. Все по плечу хотят потрогать, благодарность объявляют. А ты мне... Конечно, я смогу смотреть. Так, друзья, я чуть-чуть перемотаю. Учитесь, узбеки и таджики, у азербайджанцев. Хватит унижаться, говорит Рамин Мирзоев. Да, ну я, знаешь, Рамин, я могу сказать, что и узбеки, и таджики давно бы так сделали бы, если бы их их лидеры, их руководители были бы свободными или независимыми, субъектны, если они были бы. Они подчиняются. Так. Так, я смотрю здесь. Все мои хейтеры собрались. Молодцы, так держать. Кстати говоря, между прочим, благодаря мне вам платят зарплату. Понимаете, тролли. Поэтому много просить не буду. Половину можете мне переводить на мой счет, на правозащитную организацию, чтобы дальше продолжать, понимаете? И вам будет с этого, и потом я смогу свою правозащитную деятельность вести. Понимаете? Давай, троллятина. Тебя найдут, говорит азартный бомж. Так меня нашли уже. Да я что, прячусь от кого-то, что ли? Я что? Привет из Пскова. Александр, приветствую вас. Я вас прошу, друзья, не указывайте место, местоположение, где вы находитесь, чтобы вас не могли идентифицировать. Наш канал запрещен на территории России. И знаете, я сам являюсь объявлен Россией иноагентом там, и так далее, там, экстремистом и так далее. Хотя абсолютно мирный человек. Поэтому я вас прошу, не указывайте, откуда вы. Это мне приятно, я рад, меня много русских поддерживают. Особенно в последнее время получаю сообщения. Но все равно я вас прошу, друзья,
высказывание поддержки, это важно, но ваша безопасность важнее. Так. Михаил Тишкин. Ник, наверное, выдуманный, да? Аслан, уже знают про тебя, где, что, так что жди гости. Ну, Михаил, ваше банд-притон посольство в Гамбурге или консулат в Гамбурге и банд-притон в Берлине, так называемое посольство, давно знают где. Они мне здесь и охрану вашу выставляли, они тут и знают, где я. Я ни от кого не скрываюсь. О чем ты говоришь? О чем ты говоришь? Я сам жду, не дождусь. Хотелось бы. Немецкие власти говорят, ну что они не приходят? Я говорю, не знаю, обещают, но не идут почему-то. Они что ж все смотрят, все видят. Поэтому ладно. Ассаламу алейкум. Почему Азербайджан за Израиль, хотя они тоже шииты, мусульмане за евреев? Алейкум, Вадим Савит. Ну, знаешь, Азербайджан, да, там есть шииты, есть сунниты, большинство шииты. Но, знаете, азербайджанцы сами по себе, это очень думающий, очень такой древний, мощный народ. Понимаешь? И в самом Иране живет очень много азербайджанцев. И они на каких условиях живут, мы это тоже видим, они тоже это прекрасно понимают. Израиль ведет справедливую войну за право на существование. А право для существования для них, для многих, в принципе, кто потеряет народ, ну, конечно, небольших государств какие-нибудь, там, Чехия, там, Польша, если их оккупируют, их всех не истребляют, там, элиту расстреляют, там, военных, там, как ваше НКВД делает. А так всех подряд они не убивают. А у евреев есть все основания опасаться, что их всех будут расстреливать. Понимаешь? Потому что не прошло еще и 100 лет, 70-80 лет, как их в печах сжигали, как их в газовых камерах убивали там, и так далее, создав специальные концлагеря. Я вот здесь живу в Германии, вот у нас в Гамбурге, например, и в Берлине, и в других городах я видел. Есть такие латунные таблички. На них написано имя человека, который жил в этом доме, перед домами вот эти латунные таблички. Дата рождения, дата смерти, в какой концлагерь был отправлен. Понимаешь? И это для них как вчера. Как для нас, чеченцев, 44-й год, для них вот эти 30-е и 40-е года, конец, начало 40-х, это для них тоже очень вчерашнее, это сегодня, вот, ну, только что произошло, с их дедами, с их бабушками это произошло. И они дали зарок себе, никогда больше, никогда это не должно повториться. И они делают, вы даже не представляете, с кем вообще вы имеете дело. Это люди, которые бьются просто за право своего существования, выжить они хотят. Понимаете? И все эти страны, которые вокруг находятся, в том числе вот Иран, о котором ты упоминаешь, они по-другому, они даже Израиль не говорят. Понимаешь? Сионистское государство, сатана, малая сатана, большая сатана. Мы их уничтожим. У них вся идеология. А Иран это тоже древнее, мощное государство. И еще на религиозной такой волне. Это большая угроза для Израиля.
большая угроза для Ближнего Востока, для других государств, которые там рядом находятся. И шиизм, суннизм, там все остальное, это все всего лишь прикрытие, это ширма. Понимаешь? Для населения, чтобы людей обманывать, там, ими управлять. На самом деле, им самим глубоко, я уверен, этому Хамейни и другим плевать. Им их величие, что вот великая иранская, персидская империя вновь восстает, там становится сильной. Вот для этого такие спазмы у них происходят, понимаешь? И вот Израилю нужно выживать. И как азербайджанцы, мудрые, умные люди, они поняли их. И я аплодирую и Азербайджану, и Израилю. Понимаешь? Что они нашли хорошие, братских, близких отношениях. Полный вперед, конечно, должны поддерживать. А шииты там, сунниты, какая разница? Разве кто-то там за религию, кто-то хочет, евреи или американцы хотят прийти и из иранцев сделать суннитов, христиан, иудеев? Нет. Религиозной войны нет, а войны цивилизации там нет. Есть империя, которая и власть вот этой империи, которую захватили силой, свергнув, не может быть, не самую лучшую власть, которая была раньше. Это сугубо их внутреннее дело. И они хотят управлять этими людьми, используя их, угнетая свой же собственный иранский народ. И там живут азербайджанцы, которых тоже угнетают. И они прекрасно знают, что никакой там религия, вообще этого близко нет. Это ширма. Религия только прикрывается, понимаете? Вот и все. Поэтому я считаю, что молодцы азербайджанцы, что имеют отношения, близкие отношения, глубокие уже, я так понимаю, у них отношения с Азербайджаном. И у нас, у чеченцев с азербайджанцами очень хорошие отношения. И с Израилем будут очень хорошие отношения. Я очень на это рассчитываю. И в случае чего завещаю вам, чеченцы, Дион, быть в хороших отношениях с Израилем, с Азербайджаном. Андрей Григорян, ты был в штурмах? В смысле, что значит в штурмах? Участвовал ли я в штурме? Где? В Украине, ты говоришь? Нет, не участвовал. Азербайджан загнется без России. Шишка пишет. Азербайджан загнется. 100%. Да, Шишка, конечно, загнется. А разве нет? Вот смотри, Украина же загнулась. Вы же им газ, помните, хотели отключить. Газ за все замерзнут. Замерзли. Он просят, верните, заберите нас в Россию. Видишь? С Киеве белый флаг вывесили. Видел? Просто просят. Как раз сегодня 1110 ваших бандитов как раз к этому белому флагу подошли, и где-то там что-то у них не срослось, потеряли их. А так, да, конечно, загнется. Все загнутся без вас, русских. Куда же мы без вас? Все умрем, с голоду умрем, с холоду умрем. Конечно, мы, чеченцы, друг друга перережем, если вас, русских, не будет. Так не будет. Так, чтобы мы не перерезали друг друга, вы у нас более 250 тысяч убили людей. Представьте себе. Вы такие гуманные, такие добрые, вы нас подкармливаете, вы нам образование даете, вы нас людьми сделали. И чтобы мы друг друга не убивали, вы 250 тысяч нас убили. Причем женщин, детей, стариков в основном. Но все равно, обуза же, женщины, дети, старики. Вот, наверное, поэтому вы. Гуманисты, самые настоящие. Конечно, умрет Азербайджан. Все же умерли. И Азербайджан умрет. Конечно. Откуда в Израиле чеченцы? Игнат Ветров.
Ну, я не знаю, может, там есть какие чеченцы, но в том количестве, о котором говорят, что там есть, это черкесы, чеченцев там нет, чеченцы есть в Сирии, чеченцы есть в Иордании, а в Израиле их никогда не слышал, что они есть. Ну, кто-то, наверное, есть там, кто по работе, кто учиться, может, кто там родственные связи. О, сколько вопросов. Сейчас, друзья, я перемотаю вниз самый, потому что я просто не справляюсь. Так, давайте от Эда пойдем. Эд Мамедов. Аслан, можно через тебя задать вопрос гражданам фашистской Российской Федерации, азербайджанцам, кто служит в армии или в полиции силовых структурах? Вам самим за себя не противно, кому вы служите, как вы смотрите в глаза своим детям? Вот что вам говорит Эд Мамедов. Знаешь, у меня я такое вывел наблюдение. Я учился на юридическом, и кто-то уходил в ментовку, там, в прокуратуру, вот в эти органы уходил. И нормальные ребята, нормально ты с ними дружишь, общаешься, все нормально. И через буквально 5 лет, 5-6 лет, это вот совсем другие люди уже становятся. Все, у нем человеческое умирает просто. Вот в российские структуры идет. Мне не обязательно в полицию, даже следственные органы, даже какие-нибудь, вроде, казалось бы, такие нормальные, элитные. Нет, все, через 5 лет это уже не человек, это уже биоробот. Хеллбой, ну ты зарядил вообще. Хеллбой ломает все стереотипы, короче. Так, Николай Николаевич, а что у вас так беспокоит американский флаг рядом с ичкерийским флагом? Николай Николаевич, откуда вы взялись, что вы так печетесь за наш флаг? Я вас не видел здесь. Откуда вы все появляетесь, заступнички наши? Так, дальше. Спасибо за теплые слова об Израиле. Пожалуйста, правду говорить легко, поверьте. Но то, что ты говоришь об Израиле, его правительстве, это неправильно. Нужно смотреть правде в глаза. Правительство Израиля делает то же самое, что делала Русня с чеченцами, а не American Free. Неправда, абсолютно неправда. Неправда. Во-первых, мы не грозились уничтожить Россию и всех их сбросить в море. Понимаешь? Это раз. Угрозы для России с нашей стороны смертельной, экзистенциальной угрозы для России не было. Какая была для Израиля? Во-первых. Во-вторых, Израиль это та же Ичкерия, за которой стоят сильные просто государства, и в мире у них нормально завязки имеются. Мы оказались один на один с людоедом, с тем же людоедом, с кем вот этот Советский Союз, Россия всегда тесно сотрудничала. Арабские страны, Сирия, Египет, там, другие некоторые. Понимаешь? Поэтому нет, абсолютно не сравнено. Это нужно нас сравнивать с Израилем, а арабов с Россией. Они все имперцы, арабы потеряли арабский исламский халифат и очень были злы на османов, на тюрков. И вместе с англичанами, вместе с Западом, они разрушили вот эту империю, которая на самом деле к халифату исламскому никакого отношения не имела. Это была Османская империя под исламским лозунгом, под вывеской исламской. Это была империя. Там, да, мусульмане там жили, там где-то христиане живут, но это не христианская, там какая-то римская империя. Вот такая же была Османская империя. И когда арабы разрушили этот халифат, так называемый османский халифат,
Турецкую империю, то они захотели стать первыми. А первыми они не могли быть, потому что под боком был Израиль, вернее, уже хотел стать государством Израиль. И им сказали, вот вам международное сообщество сказало, вот стройте вам 2 государства. Вам хватит места, живите себе. На 22 арабские государства должно было появиться 23-е государство. Ну, Россия не дала им это сделать. Арабские страны получали оружие, деньги, поддержку диктаторских своих режимов. За это они поддерживали вот этих арабов Палестины. Сектора Газа там и так далее. Они все говорят на русском языке, этих лидеры их. У них везде висели плакаты, видели, когда сектор Газа бомбили, там плакаты Путина висят там, вместе с ихними разными деятелями. Деньги получали. Архитектором международного терроризма является ФСБ, Лубянка. И они прекрасно все финансировали, поддерживали. Из поколения в поколение, уже 3 поколения они терроризировали Израиль. И Израиль ответил жестко: я не поддерживаю, еще раз, не поддерживаю никакие военные преступления, совершает это Израиль, совершает это США или Чеченская республика Ичкерия. Я как правозащитник их поддерживать не могу и не буду. Но я могу сказать одно, что я никогда не видел, что вели войны вот так, соблюдая, хотя бы на этом уровне, соблюдая правила и обычаи ведения войны. Израиль соблюдал. Да, нарушение, конечно, война сама это сплошное преступление. Еще раз и еще раз это говорю. Это, да, были военные преступления. Говорят, были. Я не исключаю. Если были, то виновные должны быть наказаны. Но то, что Израиль имеет право защищаться, я в этом нисколько не сомневаюсь. Израиль имеет право существовать, я в этом нисколько не сомневаюсь. И я не хотел этого говорить. Но раз постоянно вы мне, чеченцы, мне ставят, смотри, как они жестоко воюют. Вот так, это, третье, десятое говорят. Я абсолютно это все не поощряю. Но могу вам привести один пример. Когда Шамиль Басаев пошел в Буденновск в 1995 году, когда у него за 2 недели до этого убили 13 членов его семьи, женщин и детей. Когда он с бойцами пошел и взял весь город Буденновск, и потом загнал этот Буденновск в самую большую эту Ставропольскую больницу и потребовал остановить войну, там очень много погибло и мирных людей. Да, басаевцы их не убивали, чеченцы их не убивали, но погибли. Вы кто-нибудь, и я в том числе, высказывали поддержку, сочувствие этим женщинам, детям, которые погибли, невинно погибли? Не высказывали, потому что вы видели, что ваших убили, и я это видел, и что он пытается остановить дальше убийство нас. Понимаете? Но это были люди, это были абсолютно невинные люди. Может быть, некоторые даже за нас они были. Женщины, там, дети, бабушки какие-нибудь, которые пострадали, погибли. Поэтому, когда зашли террористы Хамас на день рождения Путину, 7 октября, и вырезали 1200 человек, никто ничего не сказал. Все начали говорить, вот, надо поддержать. И когда Израиль ответил, вот, убивают. А этих куда мы денем? Это не люди, что ли? Если вы их не забываете, то вы фашисты. Я вас поздравляю. Вы делите детей, женщин по национальности. Если это арабские, значит их жалеем. А я всех жалею. Для меня они все одинаковые. Вот какая моя позиция в этом случае. Израиль хочет выжить, и я не могу ему отказать в этом праве. Понимаете? Как-то так, друзья. Пожалуйста, Эд. Асан, спасибо большое за теплые слова и позицию по Израилю. Пожалуйста, Михаил.
акцент американский сделай. Говорит, окей, kein проблем, чуть не сказал. Это не проблема. Так, я смотрю, тут к нам 95-м регион с клеймом раба к нам зашли и меня оскорбляют. С клеймом раба. Было бы, знаешь, мне неприятно, когда меня не понимает чеченец, который без клейма раба, короче. А с клеймом раба для меня это комплимент, когда вы меня оскорбляете. Вы же рабы, понимаете? 95 сами себе клеймо ставят. Басаев достойнейший сын чеченского народа. Да, Басаев это легендарный генерал чеченский, который будет в веках останется. И между прочим, за рейд в Буденновск он сам себя назвал, я чувствую себя после этого собакой, он сказал. Вот то, что я сделал. И я думаю, у него это было вот искренний порыв, что вот он вот это находился в этом состоянии. Ну, понимаете, у нас нет сил, как у Израиля, например, поднять там самолеты там и так далее, и так далее. У нас вот взял автомат, гранатомет, положился на Господа и пошел, короче. Поэтому, да, конечно, Басаеву равных на этой земле пока нет. Пока мы не видим, да, его диверсионно-разведывательной его работе равных нет Басаеву. Я полностью с вами согласен, юзер. Израиль защищает свою исконную землю и свой народ. Абсолютно так. Совершенно верно, American Free. Ни одна война после Второй мировой не сравнится с русско-чеченской войной. С жестокостью, русни сравниться нечего. Сколько детей было убито, сколько женщин, сколько стариков. Я согласен, что ФСБ игру русни. Да, это главные террористы в этом мире. Да, American Free, совершенно верно. Именно так. Асан Басаев также организовал атаку на школу. Я уважаю право чеченцев бороться за независимость, но атака на школу это ужасно. Михаил Виноградов, я полностью с вами согласен, что это ужасно. Но, знаете, в отличие от террористов Хамас, которые зашли на территорию Израиля и убивали женщин и детей, Басаев Шамиль, и он там не был непосредственно, его бойцы, там разные национальности были, в том числе осетины среди них были, русские среди них были, не убили ни одного ребенка, не расстреляли ни одну женщину. Это все Европейский суд по правам человека доказал и признал Россию виновной в гибели вот этих заложников. Единственное, что они требовали, причем эта операция была разработана изначально, это же продолжение было попыток российских спецслужб втянуть Басаева в свою игру. Да, давайте я вам расскажу, пользуясь случаем. Я вам расскажу этот случай, чтобы вы все знали, как все это было. На самом деле шла тяжелейшая война, очень много было убито, 42 тысячи детей было убито. И, как известно, весь мир от нас отвернулся и оставили нас один на один с людоедом. И мы делали все, что могли, наши бойцы делали все, что могли для того, чтобы остановить эту войну. И был такой Валерий Ходов. Его брат погиб, его брат был в группе Шамиля Басаева, он погиб. И Валерий Ходов пришел, это осетины, и они мусульмане, братья.
И брат младший пришел на могилу своего старшего брата, чтобы прочитать ему молитву ночью, чтобы никто не видел, он пришел ночью. Там его ждала засада ФСБ. Ну, этот отдел экстремизма по борьбе, там, РУБОП, там как-то у них они именуются. Ну, все под контролем ФСБ делается. Его задержали, пытали, избивали, все как на России умеют. И ему сказали, твой брат близко общался с Басаевым, ты, если захочешь, найдешь контакты и выйдешь на контакты с Басаевым. Он согласился, он сказал, хорошо, это сам Шамиль Басаев рассказывает. Он согласился, сказал, все, хорошо, не убивайте, я готов. Он нашел выходы, сказал, что хочет подняться в горы к Басаеву, поднялся в горы. Там находился в одном из отрядов, в одной из группе. И, видимо, совесть замучила, и он подошел к Шамилю и сказал, Шамиль, так и так, меня сюда прислали, не сам я хотел сюда, а меня прислали российские спецслужбы. И он все рассказал, что вот так и так меня вот используют. Для того, чтобы я до тебя добрался и тебя, чтобы ликвидировать. На это Шамиль сказал, хорошо, спасибо, что признался, молодец. Передай им, скажи им, что мы не верим словам, мы верим делам. Вот все, что сказал Шамиль. И тогда это должны осетины тоже знать, там и русские погибли, и русские должны знать. Был взорван рынок в Владикавказе российскими спецслужбами. Была взорвана военная академия, да, или как она у них там называется, была взорвана, где погибли эти новобранцы, там, кадеты или кто у них там были. И несколько терактов провели. Сами российские спецслужбы, чтобы войти в доверие. Потом, уже видя, какое кровавое месиво устраивают российские спецслужбы, видимо, Шамиль сказал, все, хорошо, мы доверяем, больше мирных убивать не надо больше. И что предлагают, скажи? И те предложили. Этот же не признался русским, что он признался Басаеву, вот этот Валерий Ходов. И русские предложили, ФСБ предложила, что 6, по-моему, сентября, или 3 сентября, или 6 сентября должно было состояться заседание в городе Беслане всего руководства Северной Осетии. И это здание можно захватить вместе со всеми вот этими руководителями. А Северная Осетия, известный форпост, всегда верой и правдой служили России, хотя Россия ни во что никогда не ставила. Но если нужно было отжать у ингушей что-то, у соседей кавказцев, вот здесь на стороне осетин выступать. Короче, такой внутри нас находился, как и Армения, впрочем, еще недавно. Были пророссийскими и так далее. Но к ним относились не лучше, чем к нам. Просто когда у нас лично возникал конфликт, то Россия на их стороне была. А так долбили всех, короче, кого хотели. И объедали, и выкачивали недра, все это делали у любых. И Шамиль Басаев сказал, да, давайте подыграем им. Но Басаев в последний момент переиграл российские спецслужбы и зашел не в здание, в котором должны, а там как было, Ходов рассказывал Басаеву, Басаев нам это все поведал, что они заезжают на ГАЗ-66, там сколько, 30-40 человек должно быть на этом ГАЗ-66, они подъезжают к зданию, все врываются в это здание, захватывают вот это административное здание в городе Беслан, и перед этим зданием находится канализационный люк. В этом люке должен спрятаться Валерий Ходов. Все, кто туда заходят, а все съезжаются, все вот эти депутаты, министры, все осетинские, североосетинские. Их выводят через черный ход. У них все там подготовлено, они собираются, но их быстренько будут выводить оттуда. Вот эти сами депутаты, может, и не знают, депутаты, чиновники, может, и не знают, скорее всего, не знают, что их готовят. Ну, как будто они собираются, и после этого они выходят. Чеченцы или там бойцы кавказские врываются туда, там они никого не находят, их всех окружают и всех уничтожают. План вот такой был у русских. Басаев переиграл этот план, и Шамиль сказал, что мы пойдем не на административное здание, а где скопление больше всего? Как раз на 1 сентября
школа. Это все дети, все родители, все остальные и так далее. Более 1100 человек там было, около 1200 человек. Они пошли не 6 или 3 в это административное здание, а пошли 1 в эту школу. Зашли в эту школу, заняли ее и сказали: единственное требование — остановить войну. Не убивайте наших женщин, детей. Ни оружие, ни деньги, ни наркотики, как все вы любите, россияне. Единственное требование — остановить войну. И попробовал туда приехать Аслан Масхадов. И как только он туда начал прорываться, произошел на 3-й день штурм. И все, кто там находились, не просто там какая-то спецоперация по освобождению заложников была. Была операция по уничтожению всего живого, что там было. Стреляли из танков. Это есть в материалах уголовного дела. ЕСПЧ выиграл суд, им много денег заплатили родственникам погибших, пострадавших. До сих пор лечат. Что не скажешь о чеченцах. Чеченцам ничего не дали, никто не лечил и так далее. Хотя это уже было убито к тому моменту 42 тысячи чеченских детей. Представьте себе, 42 тысячи из 200, более 250 тысяч убитых. У нас детей, молодежи много. И били специально по роддомам русские, по больницам, по школам, по детским садикам. Всегда, как сейчас в Украине. В Украине они еще как-то даже осторожничают. Хотя мы видим, как они по роддомам бьют, по школам бьют. И единственное требование было остановить войну. Этого требовали. Стреляли из огнеметов «Шмель». Например, «Шмель», если залетает в комнату, например, если там 50-60 квадратных метров, он выжигает все живое там. Понимаете? «Шмель», огнемет «Шмель». Это очень страшное оружие. Из этих огнеметов «Шмель» расстреливали они именно в спортзал, потому что в спортзале находилось 2 чеченских, кавказских бойца. 2. Никакой детонации, никакой бомбы, они все подвесили там, как бомба это было, это чтобы держать заложников в страхе, чтобы они не дергались, ну и как бы показать всю серьезность намерений. Ни одного вот этого фугаса не взорвался, ни одну женщину, ребенка они не убили, они расстреляли 15 мужчин, которые, кто-то из них менты были, кто-то там... мужчин расстреляли они. За то, что там по ним стреляли, у них убили людей, они не выполнили требования, они просто 15, по 5 человек 3 раза, по-моему, расстреляли. Эти тела, они сказали, заберите. Тут люди подошли, и под видом забрать эти тела МЧС переоделись, а там Гуцериев, там что-то там на Гуцериева там тоже грешат, что он там дал слово, что не будет и так далее. Пусть это потом разбираются. Но сам факт того, что они уничтожили 334 человека и 36 бойцов кавказских, которые там находились. Некоторым удалось выйти, чеченцам-кавказцам, оттуда и уйти. Есть люди, которые, об этом тоже Шамиль говорил. Европейский суд по правам человека признал Россию виновной в этом преступлении. И Песков, там, Маргарита Симонян, это все люди, когда на этой крови сделали себе карьеру. Тогда они засветились, тогда Путин подтянул и так далее. Убито было 186 детей. У нас погибло 42 тысячи детей. Всего погибло 334 человека. Понимаете? Всего у нас погибло более 250 тысяч человек. И мы требовали: просто не убивайте нас. Хватит, не убивайте. Это наша земля, маленькая земля. Ваша Россия безгранична, огромна. Живите в своей долбанной, гребаной России. Оставьте нас спокойно. Все, что мы от вас требовали. Но вы убили свои. И осетины все увидели, насколько ценят осетинских детей, осетинских людей Путин и его кодло. Спустили высокомерие осетин на землю русские. Они поняли. И знаете, виноваты здесь, конечно, женщины, дети абсолютно не виноваты. Виноваты в этом были руководство Осетии и Российская Федерация. Лубянка, ФСБ и лично Путин с Патрушевым. Надеюсь, я подробно рассказал.
Так, Баркал, Тигр, Шадыш, Дуайден. Так, здравствуйте, здравствуйте, Володя, здравствуйте. Переходим дальше к комментариям. Сколько мы в эфире? Мы час уже в эфире. Как время летит? С вами время пролетает просто моментально, друзья. Что вы со мной делаете? Вы меня гипнотизируете. Так, сейчас я немножко... Вы, друзья, повторите, пожалуйста, свои комментарии. Ни одного ребенка не убили. Господи, что за бред, говорит Николай Николаевич. Ну, он смеется, смайлики. Но, опять же, я вам говорю, это же не просто я говорю, или там Басаев, которому вы можете не доверять. Это говорит Европейский суд по правам человека. Вынесено решение, что за смертью, за убийством, за гибелью 334 человек, находившихся в школе, стоит Россия, действие России. Матери Беслана, так называемая организация матери Беслана, которая с тех пор очень много, кстати говоря, сделали для достижения истины. Вышли несколько лет назад, их потом избили, по-моему, даже, там, им очень запугали их. Вышли в майках, это матери, не чеченские, осетинские, вышли в матери. Путин, палач Беслана у них написано было. Эти фотографии, эти видео, все есть в интернете. Вы это можете легко посмотреть. О чем вы говорите? Не пребывайте в плену российской пропаганды. Подумайте, что происходит вокруг. Ведь не только мы страдаем, да, когда мы страдаем, вам плевать. Вы нас абсолютно не сожалеете о нас, про нас. Но вы сами оказались сегодня в ситуации, благодаря тому, что вы закрывали глаза на геноцид чеченского народа, вы оказались в ситуации, когда вас теперь, ваших, представьте, в Азербайджане ваших людей просто пинают. Это только начало. Завтра будут бить, всех подряд будут бить, понимаете? То, что сейчас в Украине происходит, у вас, вот смотрите, я сегодня начинал стрим, не сказал, сколько всего было потерь. 1 миллион 22 тысячи 90 российских бандитов убито и ранено. Вы можете себе представить, что с вами происходит? За что вам там погибать? За что вы воюете? За какое величие? За какую там империю вы воюете? Вы бичи просто для них, для власти. Вы никто для них. Понимаете? И вы нам рассказываете, мы какие-то жестокие. Нет, это вы жестокие. Ваша трусость, помноженная на вашу жестокость, очень убойная сила, которая вот в мире что происходит благодаря вам. Так, şişen değil, ne bu şişen, şişen. Видишь, собаки, совет, а она на волоку, она шишена. Ладно, ну смотри,
Это вот Николай Николаевич, он добил меня, я хотел уже не отвечать ему, но он добил вопрос. Или ты только на неудобный вопрос? Я не только отвечаю на неудобные вопросы, я даже на ваш хейт реагирую и отвечаю даже на ваш хейт. Я абсолютно свободный, независимый человек. Абсолютно 100%, понимаете? Как бы вы меня там не пытались приписать там каким-то западным там, и так далее, абсолютно это не так. Вот он мне тут пишет. Ответь на вопрос. Как так получается, что если Чеченская республика находится в оккупации РФ, там демографическая обстановка на порядок лучше, чем в большинстве других российских регионов? Отвечаю, Николай Николаевич. Во-первых, у нас демографическая ситуация лучше, чем в других регионах фашистской России, которую нас незаконно присоединили, аннексировали. Связано с тем, что она у нас была всегда на порядок лучше. Всегда. У нас, например, у моего отца, у моей мамы, у одних 9, у других сколько их? 7 или 8. Кто-то умер там. И это стандарт. Стандарт. 3 ребенка иметь сегодняшние чеченцам, 3 ребенка иметь, но это просто как одного ребенка иметь у русских. Это всегда у нас так было. Но я тебе скажу, вы убили 250 тысяч наших людей, и если бы их не убили, нас было бы намного больше. У нас огромное количество инвалидов, огромное количество больных, перенесших страшные страдания, психологические, моральные. И если бы не эти надломы над нашим народом, которые ваша фашистская Россия совершила, то наших детей было бы больше, и нас было бы больше. Когда мы начинали с вами войну в позапрошлом веке, нас было 2 миллиона. К окончанию войны нас осталось 120 тысяч. То есть 94% мы были убиты, погибли. Сейчас мы потеряли более 250 тысяч. Это более 25% от нашего народа. У нас онкологические заболевания, детская смертность. Огромное количество детей умирают прямо в роддомах при рождении. Огромное количество. Про эту смертность у вас не говорят. И несмотря на это ответный удар в войне. Мы, чеченцы, не сломились и не покорились. Мы, несмотря, и, кстати говоря, мы не пьем, как вы это безбожно делаете. А когда пьешь, сам понимаешь, и никто, и женщина не хочет от такого детей иметь. Понимаешь? Поэтому наша демографическая ситуация не благодаря вам, а вопреки вам у нас такая демографическая ситуация. Вопреки всему, что вы делаете. Онкология. Сейчас вы детей, нашу молодежь забираете на войну против Украины. Обманом, запугиванием, насильно, там, деньгами, по-разному. Вот такие вот дела. Валейк салам, аптека. Все отлично, да, Бухастов. Хаму, как у тебя дела? Так что я надеюсь, я ответил на ваш неудобный вопрос. Таких вопросов я день по 100 щелкаю. Да.
Николай Николаевич, ну ты не успокаиваешься. Россия выплачивает, говорит, умышленно убивает, а потом выплачивает семьям деньги за рождение. Ну вы же не только чеченцам, ты такое так преподносишь, это как будто вот чеченские дети рождаются, из российского бюджета специально выезжают люди, только им дают деньги и больше не дают. Так это же для вас было сделано, для россиян, вас же большинство, нас вообще миллион. Мы самый малочисленный, можно сказать, народ в России, если не брать кавказские небольшие народы, народности. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Вы же своих хотели поднять, но не рожают у вас. Но мы же не виноваты, что не рожают. Но есть выход. Вы всегда можете обратиться к чеченцам. И они помогут улучшить вашу демографическую обстановку. Ты понимаешь, о чем я, да? Так что все нормально. Не переживай за наших детей. Бог нас создал, и что бы ни случилось, как и над евреями в этой на земле, наверное, ну, наверное, не только чеченцы и евреи, еще другие были народы, но над нами сделали все эксперименты, которые только возможны, и мы не закончились. Понимаешь? А мы становимся только сильнее. Поэтому, и, увы, ах, извини, что придется вам с нами жить на одной земле. Прости, мы не хотели, да, мы сами не хотели. Придется с вами жить. Аслан, мне, к сожалению, нужно идти. Рад, что ваш стрим попался. Всего доброго и здоровья. Спасибо. Ам Израиль Хай. Всего хорошего, Михаил. American Free. Нет. Откуда ты берешь информацию 350 тысяч? Например, я тебе могу сказать, более 250 тысяч информации исходит от нашего единственного легитимного органа власти, людей, которые с первых дней создания нашего чеченского государства стоят во главе нашего государства. От президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, в частности, Ахьяда Идигова. Я эту информацию имею. 300 тысяч. 300 тысяч, я об этом говорил. Это сказал Рамзан Кадыров. И как российский гауляйтер, российский губернатор, я как бы имел право на него ссылаться, потому что в случае чего сказать, ну это же ваши россияне говорят. Но потом я подумал, и все-таки я буду говорить так, как говорит наш президиум правительства. Они почитали, у них есть данные, и они говорят эту цифру. И более 250 тысяч, это вполне может быть и 300 тысяч. Там 280, 290 тысяч, это может быть сумма. Хоть и цифры не очень, которые мы обсуждаем, но так вынужден. Я должен, чтобы вы, молодежь, тоже поняли, о чем я говорю. Если мы говорим отличную цифру от того, что говорят там 350, 400, там 500, там, то мы даем повод нашим врагам сказать, что а где источник? А ты просто болтаешь, ты просто инсинуацией занимаешься, фальсификацией занимаешься. А мы этого не должны позволить. Они пытаются геноцид, совершенный над нами, свести к тому, что не было никакого геноцида. Одни говорят 350, другие говорят там 400, другие говорят 500 тысяч, другие говорят еще что-то. А где правда, где... ерунда, это фейки. Придумываются фейки. Вот и сделать они не могут победить истину. Потому что истина одна, над нами совершен геноцид. У нас убито более 250 тысяч, сотни тысяч, более 250 тысяч убито. И если они не могут победить истину, они вот эту истину оставляют ее, и вокруг нее создают много-много симулякров. Много похожих истин. 350, 400, вот Кадыров Рамзан 300 сказал. Еще. И это все, и настоящая правда, истина, она становится незаметной. Она становится, неинтересной. Потому что чем больше цифр, если брать цифру, есть еще другие же много вещей. Поэтому мы должны строго соблюдать объективность, чтобы нас потом не обвинили. Понимаете? Да, мы имеем право. Да, имеем право. Например,
Много есть вещей, которые мы имеем право, мы делаем. Но есть вещи, которые ты, даже если имеешь право, ты должен немножко остановиться, потому что твой враг это использует против тебя. И ты должен стать в 10 раз лучше, в 10 раз честнее, в 10 раз справедливее, чтобы твой враг не смог тебя обвинить. Хотя и тогда он будет пользоваться. Поэтому я вам всем призываю, всех наших людей призываю, цифра более 250 тысяч исходит от нашего президиума правительства. Есть источник, есть на кого ссылаться. Эти люди не замешаны никогда в фальсификации. Поэтому будет правильно, если мы так будем делать. Кто-то даже может сказать там 300 тысяч, как это сказал Рамзан Кадыров. Это видео у меня есть тут на YouTube-канале. Я вырезал этот кусок и выложил. Но это, в принципе, может быть рядом. Вот это более 250 тысяч и 300 тысяч. В принципе, вот. Ну, Кадыров это российский гауляйтер, поэтому для россиян можно сказать, вот ваш губернатор, ваш гауляйтер говорит. А для нас, для всего мира у нас есть президиум. Лаура, спасибо и вам за подарок, и за предыдущий подарок, то что мне забыл поблагодарить. Спасибо вам, друзья. Боже, храни нас. Аминь. Боже, храни вас. Боже, храни вас. Привет из Баку. Месси, витаю, Баку. Зачем вы так ненавидите русских? Это неправда. Это неправда. Я не отношусь с ненавистью к русским. Честное слово. Честное слово. Я отношусь плохо к тем, кто нас убивает и считает, что так и должно быть. К фашистам я и к имперцам я плохо отношусь. А из-за того, что человек русский, никаких вопросов у меня с ним нет. Даже вот, несмотря на это, на мои стримы мне люди русские пишут. По крайней мере, они представляются русскими. Хакер Михер. Не уклоняйся от вопроса, какое у тебя отношение к ингушам. Ну, если бы ты вот так не заставил бы его восклицательными знаками, я бы его разглядел бы раньше, наверное. То я смотрю что-то, и сами буквы не видно сами. Ты сперва написал бы, а потом вопросительно. У меня к ингушам отношение как к чеченцам. Чеченцы, ингуши. Ингушетия начинается от Владикавказа или Владивостока и заканчивается Хасавюрти. Ичкерия начинается в Хасавюрте и заканчивается в Владикавказе. Так, по-моему, сказал Аушев. Поэтому я с большим уважением отношусь к своим братьям-ингушам. Валейкум салам, Шамиль. Скорейшего освобождения всем, кого оккупировала Русня. Амин, амин. Баванетка, витаю вас. И полностью поддерживаю. Все будет Сургут. Да, Сургут место, конечно, не очень солнечное, я вам скажу. Так, ну давайте посмотрим, что нам говорит. Марко Рютте, вы все, наверное, знаете, генсек НАТО. Лавров, министр иностранных дел России. По-моему, еще с момента рождения Иисуса Христа и с тех пор ничего полезного из его уст не прозвучало. Гасят русню вообще ваших министров, подкалывают. Абсолютно. У вас уже, знаете,
Что-то случилось, да? Что-то случилось. И чего вам не жилось? Здравствуйте, Наталья. И чего вам не жилось? Жили ж себе нормально? Нет, надо было полезть в Украину, убивать украинцев. Кстати, вашего генерала, замминистра обороны Тимуру Иванову дали 13 лет. Видимо, хапнул нехило во время войны, что там все разозлились на него. Кстати говоря, а что Шойгу у вас там стало? Почему этого коррупционера еще не посадили? Что такое? Что-то ваше ФСБ не дорабатывает. Нужно дорабатывать, нужно всех сажать, кто причастен. Так, вы еще вспомните русню, да-да. Какой президиум? Где оно? Что этот такой призрачный президиум делает? Говорит, человек с ником Борз, без имени, без фамилии, спрятавшись за ником, говорит о каким-то призрачном президиуме. Да? Если бы я говорил бы об этом, еще можно было бы понять. Я открыто сижу, про меня все известно. А вы кто вообще такие? Ноунеймы, безымянные просто, фантомы такие, привидения. Где вы призрачные? Где вы все? Где вы все? Где вы? Почему вы не помогаете нашему президиуму? Почему? Там взрослые люди собрались, там людям много лет, они много лет трудятся, кто-то ранен, кто-то уже болеет, там много чего. Где вы все? Вам должны все на подносе предложить, да? Воевать надо 25-30 лет против фашистской России, которую весь мир боится. Потом нужно, вы знаете, что их всех убивают, их родственников преследовали, сколько они потеряли. А где вы все? Такой аноним зашел, без имени, без никого. Приди и скажи, я готов служить своему народу. Что я могу сделать, уважаемый президиум? Что, дайте мне какое-нибудь направление, я буду трудиться. Вот это сделайте. Вам, да, там, вот один пишет комментарий там, где президиум, почему там Украине там добровольцам не помогает. Ну а где все добровольцы, где все, Закаевым все добровольцы, не все, конечно, некоторые. А другие вещи, хотя все прекрасно все понимают. Ребята, так ведь дела не делаются, мы-то государство строим. Нам, тем, кто служит России, мы должны от них далеко держаться, чтобы не запятнать свое имя. Понимаете? Вот что важно. Подальше быть от фашистской России и ее агентуры. Кадыров за Азербайджан. Как может быть Кадыров за Азербайджан? Кадыров за Путина, за ФСБ. Он их марионетка. Добровольный пожизненный слуга. И другого он никогда не узнает, и другим мы его никогда не увидим. Асан, скоро все успокоится. Путин, Алиев, два друга. Подняли кипиш и угомонят всех. Вполне возможно. Вполне возможно. Обычный спектакль. Там эти побили, тех побили, показали. Там Азербайджан, например, показал. Там, Алиев показал, что он там очень против Путина. Он очень там себе там политические баллы сделал. И все, и успокоится. Ну, надеюсь, нет, но возможно и да. Поэтому мы не знаем. Ва алейкум ассалам. Его отца ФСБ же завалили, говорит. И что? Мурат Метисов. И что его отца ФСБ завалило? Так, его отец тоже работал на ФСБ. Вот с чем-то не угодил. Заменили на более безграмотного. Отец более-менее грамотный был, немножко соображал. Заменили более управляемого. Все, вот тебе деньги, вот тебе там еда, сколько ты хочешь, а он любитель поесть, по всей видимости. И вот тебе машины, парк машин там, ну, вот исполняй мою волю. Все, вот он исполняет.
Так, приветствую вас, Миша Ереван. Приветствую. Добрый вечер, Анатолий. Кадыров, враг чеченцев. Да, Кадыров, знаете, враг это Россия. Россия враг. Враг, какой бы он плохой не был, чтобы как бы не было, рано или поздно с врагом ты договоришься, заключишь мир, поставишь жесткую, сильную границу. С врагом можно договориться, с предателем нельзя договориться. Хуже врага может быть только предатель из нашего народа, который выходит. Вот это самое плохое, что может быть. Вот что самое плохо. Как-то так. У них там часы 25. Ну, какая разница? Вот все бросились, часы там, туда-сюда. Ну что, кто-то не знает, что Рамзан Кадыров миллиардер? Долларовый миллиардер. Кто-то не знает, что Адам Демельханов, Магомед Даудов, Аптия Лаудинов. Это очень богатые, состоятельные люди. Причем они iPhone не изобретали, Теслу не выпускали, ничего они не делали. Они бюджет пилят, воруют, у бизнесменов отжимают, они исполняют волю. Это частная военная компания была Пригожина, а есть частная военная компания Кадырова. Понимаете? Это просто частные военные компании. Ну, компании военные назвать нельзя, это банды. Это просто для модности говорится. Вагнер, там, кадыровцы. Это частные военные банды Путина. Эти банды есть у Патрушева с такого же направления. У других есть. Ну, главный, конечно, Путин. У него самые мощные банды. Там, чеченские банды, чеченоговорящие. И все они бандиты. Вот кто вот это, кадыровцы, мундыровцы, вы на них посмотрите. Это все самый настоящий вот такой криминальный бандитский элемент, который есть в любом обществе. Вот этот криминальный элемент через ФСБ они нашли свою агентуру, вот и посадили. Вот и все. Поэтому сейчас раскручивают, часы какие-то, потом это сказал, свадьба. Но это же позор, вы видите, что они раскручивают его сына и сами. Радио Свобода вообще в помойку превратилась. Она просто оппозиция Кадырову, просто про Кадырова рассказывает. А что же про ФСБ не говорят? Или так мало говорят? Вот какая-то свадьба, он там это должен, Кадыров там это. Кто такой Кадыров? Вы знаете, где Пушилин? Глава ДНР или как его там? Знаете? Вы знаете, когда его сын женился, когда он там сам развелся или женился? Что-нибудь вы знаете? Не знаете. Потому что никому это не интересно. А вот этого раскручивать. Зачем? Зачем? Чтобы начать третью русско-чеченскую войну, третий этап геноцида широкомасштабного народа. Русские все хотят все на Кадырова свалить. А я против. На Кадырова все валить не надо. На Лубянку, на ФСБ, на Кремль нужно все валить. Там голова дракона, змеи. Нужно не по хвосту бить, а по голове бить нужно. А это никто не говорит. А знаете почему? Потому что представители некоторых Радио Свобода, журналисты, и вообще вот эти разные дожди, там какая-то, как Трикадзе есть такая, помните, есть тоже какая-то. Это все пособники. Пособники геноцида чеченского народа. Они все были пропагандистами российскими. Понимаете? Поэтому им нужно все на Кадырова свалить. Кадыров виноват. Ни Россия, ни Лубянка, ни ФСБ, ни Кремль. Один Кадыров виноват. А мы, чеченцы, с этим не согласны. Кадыров всего лишь инструмент. Предатель хуже врага. Ничего абсолютно даже не обсуждается. Но одного Кадырова все свалить, я с этим не согласен. И это все начинают повторять, вот эти разные блогеры специально запущенные. Кадыров, Кадыров, все перевести на Кадыров. Нет. Нужно бить не по хвосту, а по голове змеи. Вот как. Так, Асан, а вы что-нибудь слышали про Фургала? Почему его посадили, как вы думаете? Да, я много слышал про Фургала, его, по всей видимости, народ любил.
Но, ну, там убийство тоже, вот как у этих азербайджанцев, какой-то 20-летней давности, какое-то убийство там ему припомнили и так далее. И вот там, ну, может быть. Я самого Фургала не знаю, парень, он такой спортивного такого вида, военной выправки. Если он военный, то 100% он у нас воевал. Поэтому он мне не интересен. А так, если россияне его поддерживают, это очень хорошо. Если он не воевал против нас, то у меня к нему вопросов нет. Воевал, то бандит. Не воевал, русские поддерживают. Значит, я не против. Как-то так. У меня просто с россиянами. Так. Асан, ты бы взял часы? Нет, Тамерлан, не взял бы я часы. Почему я должен? А ты думаешь, мне не предлагали, чтобы я вот эту работу, которую сейчас веду, мне предлагали, и деньги предлагали, и машины, и дома, и мне все предлагали. И дальше бы предлагали бы, я себе отдал бы повод им просто. Я им повода не давал, они бегали за мной. Давай, что тебе дать? Не взял бы, конечно. Ты думаешь, здесь дело в деньгах? Чеченцы не продаются. Запомни. Валейкум ассалам, Гефенд, Грозный. Все отлично, отлично, как сам. Deutschland, ассалам. Валейк салам. Амин до амин, эл этту бойлой. Кадыров ноль. Кадыров, говорит Deutschland. Абсолютно с тобой согласен. Кадыров никто. Добровольный слуга ФСБ Кадыров. Потомственный, от отца и так далее. Им так выгодно, понимаете? Деньги им нужны. Деньги и власть им нужно, понимаете? Только за все нужно платить. Не только у чеченцев есть пословица, когда у нас у одних течет кровь, то у других не течет молоко. У всех она течет, понимаете, рано или поздно. Бог все видит. Не то, что мы какие-то сильные, мы там туда-сюда. Мы просто не забудем, что с нами сделал. Этого достаточно. А Бог, Он рано или поздно сделает так, что все наши убийцы будут наказаны. Пускай у нас нет сил, даже пускай мы закончимся все. И все равно вот те, кто нас убивал, они за это ответят. И мы это видим в Украине. Кто мог в 2014 году представить себе, что вот все наши убийцы, которые нас убивали, еще больше набрались смелости, храбрости, там, еще больше унитазов воровать, ковры воровать, поедут в Украину, и там их за пятачок схватят, как кабана, который влез куда не нужно. Кто-нибудь мог представить? И вот каждый день тысяча, 1500 убитыми, ранеными русских боевиков, которые в основном воевали против нас. Ну, уже в основном, конечно, все уже там полегли, которые опыт имели. Сейчас уже, ну, конечно, не все, наверное, но многие. Но вот такая вот она жизнь. Бог все видит. И мы ничего не сделали для этого, чеченцы. Мы ничего не сделали. Мы зализывали раны после тяжелейшей войны, после просто тотального истребления чеченского народа. Зализывали раны, а Бог взял все вот так разложил. Понимаете? Кто мог представить, что Баку будет вот так наезжать? Хотя это спектакль здесь, правильно говорят. Это больше спектакль. И завтра, и может быть, они уже там в мире между собой общают, да, все нормально там. Перед американцами, перед Западом, там, понты прогнали, все нормально. Может так это, мы же не знаем. Но знаем одно, что Россия уже не та, которая себя представляла, которая хотела стать мега-империей, где ФСБ новые дворяне. Не получилось, не шмогла новыми дворянами стать ФСБшная вот это. Ладно, спасибо, друзья, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Постараюсь завтра выйти тоже в эфир в это же время приблизительно. Нохчик ам динду ичкери динью дал мула.
Все будет Ичкерия. Слава Украине. Ам Израиль Хай. God bless Америка. Живе Беларусь. Аллах Казахстан. Азербайджан. Вива Грузия и все остальное. Друзья, я вас всех люблю и уважаю. Ассаламу алейкум. Всего хорошего. До свидания.